Спасибо. Слышно? Да. Уважаемые коллеги, я, конечно, встану, потому что могу даже уступить свое кресло, если кому-то удобно. Но я думаю, что так будет более комфортно всем нам. Почему? Потому что мы будем видеть вас, а вы будете видеть нас, и мы приступим к нашей работе. В первую очередь я хочу вам представить, что у нас на сегодняшнем нашем мероприятии присутствуют и представители органов власти. И я хочу еще раз вам представить моего соруководителя нашей площадки. Это Александрова Александра Борисовна. Александра Борисовна у нас председатель комитета общественных связей города Москвы. И хочу вам доложить, что она еще и руководитель всего 7-го Московского гражданского форума. Также я хочу представить также моего коллегу, это член Общественной палаты Российской Федерации Елена Андреевна Тополева-Солдунова. Это человек очень известный и не только в нашем городе, но и во всей России человек, который очень много сделал для того, чтобы наше сообщество, наш некоммерческий сектор двинулся с мертвой точки. Мы знаем, что очень долгое время мы в каком-то таком вот полуспячем состоянии были. Вроде бы и мы есть, и вроде бы как бы ничего не развивается. Но сейчас настолько все развиваться начало, прямо большими темпами. И это радует. И это вселяет надежду, и это вселяет уверенность в то, что это большое и перспективное дело. Я хотел бы вот, Лена, чтобы вот вы вступительным словом своим рассказали вот о тех прорывных решениях, которые сейчас принимаются на федеральном уровне. Я знаю, что Вячеслав Викторович и коллеги читали в прессе, мы все это внимательно отслеживаем, принимают большие управленческие решения федерального уровня. И Вячеслав Викторович возглавил комиссию по продвижению НКО, да, рабочая группа. Вот, Елена Андреевна, вот, пожалуйста, об этих всех. Да, можно? Я, может, тоже встану. Я, с вашего разрешения, коллеги, встану, просто чтобы всех видеть. Вот, спасибо, во-первых, за такие теплые слова. И я очень рада, что такой большой интерес вот в нашей секции. Но, наверное, это не случайно, потому что действительно сейчас очень много чего происходит в нашей сфере. И мы сами с вами становимся все более активными и требовательными. И это хорошо. Вот. А с другой стороны, во властных структурах тоже много чего происходит, поэтому, в общем-то, обсуждать нам есть что обсуждать. Вы знаете, вот совсем недавно я участвовала в такой очень интересной конференции Высшей школы экономики, международной конференции, где рассказывали про развитие некоммерческого сектора не только в нашей стране, но и вообще в разных странах мира, об основных тенденциях в этом развитии. И там был доклад такого Лестера Соломона, но это один из таких гуру некоммерческого сектора. И в сфере взаимодействия тоже, кстати, НКО, власти и бизнеса тоже он всегда, в общем-то, на передовом крае, что называется, и знает, где что происходит. Он сказал, что сейчас происходит такой очень интересный тренд международный от системы государственного управления, который может даже осуществляться в партнерстве там, с некоммерческими организациями, с бизнесом, к системе соуправления, как он это назвал. Вот. То есть это когда уже решения принимаются не с учетом даже мнения общественности, решения этого государственного уровня, а вместе, совместно. И, конечно, чтобы выйти на этот уровень, нам еще не только власти, но и обществу нужно много чему научиться, да, потому что принимать решения... Мы все как бы гораздо кричать и ругаться, критиковать власть, это мы все умеем, любим, да, это легче. Вот, но принимать решения, за которые ты еще потом ответственность несешь, вот это на самом деле
не так просто. И опять же, тоже мы иногда даже предлагаем какие-то вещи. Я уже сама столкнулась в последнее время, не просчитывая, потом, не всегда просчитывая, скажем, чем это обернется. И потом вдруг получаем совершенно неожиданный результат. Поэтому нам всем надо с вами, наверное, не просто предлагать, но и уметь учиться нести ответственность за то, что мы предлагаем, за то, что мы делаем. Вот. Но что касается вот в этом плане каких-то движений вот на уровне, там, на федеральном уровне, во власти, да, действительно, сейчас просто очень активно работает вот эта недавно переформатированная рабочая группа по реформированию законодательства об НКО. Вот сегодня я должна буду, к сожалению, в 2 часа отсюда бежать на очередное заседание туда, этой группы, хотя мне хотелось бы тут остаться. Вот, но, в частности, одна из тем, таких очень важных, которые сейчас обсуждаются, вы, наверное, об этом слышали все, это выделение какого-то нового статуса некоммерческих организаций. Среди, видимо, социально ориентированных организаций, у нас эта категория достаточно широкая, к ней много относится НКО, выделение какой-то категории, которая супер-мега, не знаю каких, вот, социально значимых, которые будут предоставлены какие-то дополнительные преференции, возможно, налоговые, возможно, имущественные, не знаю пока какие, но вот хочется во власти, скажем, какие-то еще большие дать льготы, преимущества, преференции НКО, но понимают, что всем дать невозможно. Но, собственно говоря, это международный опыт тоже говорит, что всегда в разных странах тоже, ну, есть некая категоризация НКО, когда тем, кто работает, ну, условно, может быть, в самых трудных условиях, там, в зонах чрезвычайных ситуаций, там, по ликвидации последствий этих ситуаций, или, например, там, с какими-то нуждающимися людьми, в трудных условиях, да, мы знаем, что есть и у нас такие организации, что, видимо, конечно, в первую очередь какие-то преимущества, преференции должны быть предоставлены им. Ну вот как, по каким принципам выделить эти НКО? Кстати, ожидается же завтра, по-моему, послание президента, и вот давайте будем следить, потому что вроде бы он уже об этом 4 ноября на форуме сообщества сказал, вы читали, наверное, да, но ожидается, что в послании еще больше будет внимания тоже этому уделено. Но пока то, что вот на этой рабочей группе было предложено, это каким-то образом увязать вот этот статус с оказанием НКО неких общественно полезных услуг. Вот, то есть услуг, причем в каких-то сферах, которые государство признает сейчас как наиболее социально значимые. Вот. Но пока вот это все только вот в таких общих чертах. Вот. Я думаю, что, кстати сказать, и наш форум, между прочим, вполне может тоже этой рабочей группе какие-то рекомендации, предложения давать. Почему бы не прислушаться, собственно, к Москве, да, которая у нас самая активная, я считаю, вот, и самая, может быть, и даже опытная в каких-то вопросах. Вот. Поэтому я думаю, что мы, да, и по численности тоже обгоняем всех. Вот, поэтому я думаю, что мы наши рекомендации тоже можем дать в эту группу. Но и еще буквально 2 дня назад вышли поручения президента по результатам его встречи с Советом по правам человека и развитию гражданского общества, которая уже была в начале октября. И там много, вы можете найти эти поручения, я не буду сейчас все их озвучивать, но то, что касается, наверное, тоже многих, и то, что будет вот и сегодня, и все время сейчас обсуждается на этой рабочей группе, это уточнение понятия политической деятельности, потому что пока оно очень широко сформулировано в отношении применения к некоммерческим организациям, вот сейчас такая сложная задача стоит уточнить эту формулировку, очень большие споры, дискуссии на эту тему, очень задача непростая. Вот, но, тем не менее, что-то надо тут тоже как-то двигаться. Ну и потом, наверное, вот то, что касается нашей темы еще, я хотела сказать, что сейчас очень большая работа ведется по установке общественных советов при органах власти. Но это касается федеральных органов исполнительной власти. Вы знаете, что сейчас разработан новый порядок формирования таких советов. В данный момент идет прием заявок в, по-моему, 3 или 4 совета уже по новой процедуре вот, на федеральном уровне. И можно вот это вот выдвижение кандидатов происходит через 2 площадки. Через Общественную палату федеральную и через экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Вот я не помню точно сейчас какие-то советы, но вы можете это легко найти. 2 уже совета были вот таким образом переформатированы по-новому.
образцу. И сейчас вот эти. Но в Москве тоже, вот я знаю, была на соответствующей секции нашей, да, очень активно и интересно ведется вот эта работа общественных советов. Вот, и мне кажется, что тоже у нас тут вот стоит об этом поговорить, потому что это как раз-таки реальный инструмент не только общественного контроля, как вообще-то общественные советы при органах власти у нас считаются органом общественного контроля прежде всего, но мне кажется, это прежде всего, вообще говоря, вот этого самого школа соуправления. То есть это когда люди, которые в этих советах работают, они учатся не просто критиковать, как это общественные контролеры обычно делают, но предлагать и нести ответственность еще, вот что очень важно, за эти решения. Вот, и не знаю, что-нибудь еще рассказать. Достаточно. Спасибо большое. Еще одно слово только скажу вот, по поводу, тоже, наверное, все знают, что была у нас такая программа достаточно хорошая, интересная, несколько лет развивалась, программа поддержки некоммерческих организаций, которая работала на базе Минэкономразвития. Вот теперь эта система тоже трансформируется и будет выглядеть как-то иначе, вот эта поддержка, и ее оказанием будет заниматься Общественная палата. Вот, и разработкой вот этого всего инструмента, он переходит теперь в Общественную палату. Вот, но надо сказать, что Москва не пользовалась никогда вот этими мерами софинансирования с федерального уровня. Москва, наверное, правильно, потому что те средства, которые Москвой вкладываются в развитие НКО, они несопоставимы, естественно, с другими субъектами. И, может быть, тут отнимать средства вот эти федеральные там у других было бы и, наверное, действительно неправильно. Поэтому мы просто должны учитывать, конечно, эти федеральные тенденции, понимать, что происходит в других регионах, тоже сопоставлять свои там действия. Но у Москвы, конечно, отчасти тут свой путь. Мне так кажется. Спасибо. Уважаемые коллеги, я в первую очередь хочу сказать, что когда у нас шли дискуссионные площадки, у нас велась видеотрансляция. И я сейчас вот, как чувствую себя таким шоуменом, хочу сделать рекламную паузу и рассказать вам о том, что заходите на сайт 7-го Московского гражданского форума, где вы сможете увидеть воочию все материалы, которые мы наработали. И там есть также видеотрансляция наших заседаний. Продолжу я тем, что вам еще раз доложу, я уже на пленарке сказал, о том, что у нас работали ученые, у нас работали на площадках органы исполнительной власти, у нас работали общественные крупные наши организации, у нас работали советы и при департаментах, и советы территориальные в префектурах. И вот те квинтэссенции, которые они нам выдавали, подвели нас к некоторым мыслям. Первое. Практически все единодушно поддерживают ту идею, которую выдвинул федеральный центр. Это вопрос создания ресурсных центров. У нас есть прекрасный Московский дом общественных организаций. И по инициативе Общественной палаты города Москвы, при поддержке активнейшей Комитета общественных связей города Москвы, вот этот Московский дом общественных организаций станет той базой, на которой будет формироваться ресурсный центр. И не только ресурсные центры, но там образуются... Александр, правильно, извините, что я встреваю, я правильно понимаю, что это наше предложение, которое вы хотите сейчас озвучить? Не, пока еще не озвучиваю, пока мы еще дискутируем. Как идея. Да, как идея, да. Поэтому это я просто... Я уже приготовилась записывать. Не, Александр Борисович, докладываю, что это обсуждалось. Вот. И я хотел бы предоставить сейчас слово директору, собственно говоря, Дома общественных организаций, для того, чтобы он нам вот всем рассказал, вообще это реально или это все-таки утопично. Добрый день, спасибо. Меня зовут Лопухин Антон. Я очень рад, что мне дали возможность выступить. Антон, у нас новый директор, может, вы коротко два слова о себе расскажете, чтобы у всех была возможность с вами познакомиться? Вы знаете, я честно могу сказать, что многих из вас я просто знаю, правда, честно. Я
с некоммерческим сектором Москвы связан плотно с 1992 года, будучи в таком дремучем году учредителем региональной, молодежной, общественной благотворительной организации, которая называлась Ассоциация юных лидеров и сейчас до сих пор работает. Но с тех пор я успел много чего сделать в этой жизни. Я работал на играх в Сочи и отвечал там за волонтерскую программу, и я работал и в разных органах государственной исполнительной власти, и поэтому получился такой разнообразный опыт, который, наверное, дает мне возможность чувствовать себя достаточно уверенно и как-то с оптимизмом смотреть в будущее. Антон, вы же не скрываете, как вы помогли волонтерскому движению или Олимпиаде Сочи? Ну, это мы потом обязательно всем когда-нибудь расскажем. Но я хочу... Можно я тогда добавлю? Антон был тем человеком, который строил всю волонтерскую активность на Олимпиаде Сочи. Поэтому у него великолепный опыт работы не только с московскими волонтерами и организациями, но и со всей страной. И это, правда, безусловно, успешный проект, и мы думаем, что этот опыт поможет вам быть эффективным и в Доме общественных организаций. Спасибо большое. Но все-таки, вот знаете, я безумно рад, что нас здесь так много. И, пожалуй, главное, что я хочу сказать, продолжая вот эту тему сотрудничества, что мы действительно хотим, чтобы Московский дом общественных организаций был вашим домом. Или, может быть, нашим общим домом. Для этого нам надо сделать очень много. Для этого нам надо прежде всего понять, каким огромное количество самых разных общественных организаций этот дом видит. Что бы вы хотели, чтобы в этом доме было? И мы, наверное, эту дискуссию обязательно развернем в самых разных форматах, чтобы всех услышать. Со своей стороны, мы, конечно, станем таким, знаете, с одной стороны, классическим ресурсным центром. Мы поможем. Мы поможем с регистрацией, перерегистрацией, юридическими проблемами. Мы поможем с бухгалтерией, учетом, экономикой. Мы очень хорошо и трогательно будем помогать тем, кто получает государственную целевую субсидию, чтобы она пользовалась целевым образом и, так сказать, успешно реализовывалась. Кстати, в этой связи потом можно будет забрать у нас там на стоечке внизу, можно здесь. Мы подготовили целую там большую программу для организаций получателей этих субсидий. И я скажу еще один вам маленький секрет. У нас будет обязательно серия встреч и семинаров для тех замечательных организаций, которые в этом году субсидию не получили. Потому что мы пригласим тех экспертов, которые... Да, и просто расскажем какие-то подходы, потому что эта работа тоже будет продолжена. И еще я хочу сказать очень важную вещь, что дом, все говорят, Московский дом общественных организаций, это вот там у вас на Рязанке где-то там. Нет, это неправда. Московский дом общественных организаций — это 11 территориальных отделений в каждом административном округе, где вас искренне ждут. Вы знаете, мы сначала тоже хотели со всеми нашими руководителями территориальных отделений сюда сейчас прийти с вами познакомиться, но просто мы решили уже тут, что мы не поместились, поэтому делегировали меня одного. Но в каждом округе, зайдя на наш сайт, можно увидеть это в каждом округе, адрес, телефон и обратиться за помощью. Уже сегодня, то есть этого ничего ждать не нужно. Вот мы будем делать, знаете, может быть, даже такие какие-то очень простые вещи. Начиная с того, что мы будем делать просто ребрендинг. Мы хотим, чтобы у нас было уютно, чтобы мы были узнаваемы, чтобы наша вывеска не выглядела как вывеска пенсионного фонда, а все-таки выглядела как вывеска Дома общественных организаций. Вот много чего такого мы хотим сделать. Можно я еще добавлю? Я попросила Антона вывести сотрудников из кабинетиков, потому что в этих кабинетах должны сидеть вы, и вы должны там встречаться с теми людьми, которым вы помогаете. А сотрудники должны сидеть в общей комнате, в открытой комнате и понимать ваши запросы. Поэтому это тоже важно. То есть это дом не для сотрудников, это дом для того, чтобы мы вместе помогали горожанам. Да, и вот такие места есть уже, то есть они уже, может быть, еще не такие красивые, как мы хотим, но работать в них уже действительно можно уже сегодня. Вот если у вас дадим слово, да, вопрос вы хотите задать? Задайте. Нет, подождите. У вас есть один микрофон? Миша, включи микрофон.
Миша, уважаемые коллеги, давайте все-таки не превращать наш хаос в большой хаос. Да, Поэтому давайте поступим так. Вот мы сейчас очертим те вопросы, которые мы хотели бы с вами продискутировать. Потому что я вот, допустим, еще вопросы вам сам не задал. Извините. Да, мы-то уже определили, что есть ресурсный центр. А я вот все никак не могу вот это волшебное слово понять. Коворкинг. Расскажите мне Это, про него. знаете, как бы это, по-русски общая контора. Где можно приходить, где реально стоят столы, компьютер, интернет, принтер, тепло, светло. И куда можно приходить, сесть за этот стол. Наши сотрудники даже помогут тем, кто, может быть, там неуверенно себя за ним чувствует, что-то сделать и подскажут. И надо сказать, что эта услуга очень пользуется спросом и успехом. И у нас вот в этих коворкингах всегда, я вот уже несколько там сейчас посещаю наших центров, там всегда кто-то есть, всегда что-то делают. Бесплатно. Для общественных организаций вот это пространство, оно есть, было и всегда будет бесплатно. Ну, этому стоит поаплодировать. Спасибо большое. Вот Лена говорит, что народ не верит. А как вот народ все-таки? Вот вы считаете, что мы сдвинем с мертвой точки это большое и нужное дело? А можно я задам вопрос общий? Можно я вот как новый человек, можно попрошу поднять руки тех, кто вот до моего выступления знал, что у нас есть Московский дом общественных организаций, в который вообще можно в котором можно прийти и вам помогут. Нет, ну собственно все знали, так что нет. Дом общественных организаций с 1995 года. Да. Я там нахожусь, до сих пор нахожусь. И я еще пока не очень видела, как у вас активно работает. Вы работали, очень хорошо выступали, делали выставки. Вот здесь за 3 года еще ни разу никто не показал себя. Вот у меня выставок чемоданы. Мы работаем, мы шьем, Хорошо. мы вяжем, мы чего только не Спасибо вам большое. Вы приходите. Никто и не знает, чем мы занимаемся. Кстати, это очень важно. Спасибо вам огромное за еще одну очень важную тему. Никто не знает, чем мы занимаемся. Вот это может быть правда. И это, наверное, правда такая не очень в наш адрес приятная. Мы поправим. Я пойду дальше. Да. Вот, знаете, товарищи, мы все привыкли критиковать наше правительство за открытость, за закрытость. Но сейчас мы видим, что правительство открыто. Правительство публикует о себе очень много информации, как оно работает, какие принимает решения, вносит на рассмотрение проекты решений. Все это подвергается некому общественному контролю, согласно тому, что федеральным законом это предусмотрено в основах общественного контроля в Российской Федерации. И я хотел бы сказать вам одну вещь. Вот мы в Общественной палате, когда проводили экспертные сессии, обратили внимание на одну очень странную вещь. Наши некоммерческие организации не готовы зачастую сами быть открытыми, сами себя презентовать. Очень многие не умеют и не знают, как это делать. И мы, обсуждая на одной из площадок, мы с Александрой Борисовной эту площадочку модерировали, мы обратили одну большую такую вот тенденцию, что в этом нуждаются прежде всего наши граждане. Собственно говоря, мы вообще все работаем для того, чтобы было комфортно и уютно жить в нашем любимом городе. И, соответственно, мы долго думали, что чего не хватает, и поняли, не хватает некого портала, на котором бы вот эти социально ориентированные организации, некоммерческие организации, могли бы себя, ну, так скажем, по-хорошему прорекламировать.
мы со своей стороны, да, могли бы посмотреть, с кем мы, собственно говоря, имеем дело. Кто все эти организации, которые готовы предоставлять услуги. И это вопрос уровня доверия. Доверия нас, граждан, к тем людям, к тем организациям, которые готовы предоставлять социальные услуги. И если такой портал появится, и он заработает, это будет огромнейший плюс. Это дополнение вот к той системной линейке, которую мы, собственно говоря, выстраиваем в отношениях между некоммерческим сектором и общественной палатой, и органами власти. И вот этот портал, он очень и очень нужен. В нем заинтересованы Александр, а можно, все. коллеги, так маленькая аудитория, нас много, а можно вот немножко разговаривать чуть через 20 минут, когда мы закончим, что мы все-таки собрались здесь послушать друг друга. Я просто очень прошу. Хорошо? Спасибо. Я хотел бы, я понял, Антон настаивает. Нет, я после вас еще у меня есть одно дополнение, которое я, если дадите мне еще минуту. Знаете, есть еще одна очень важная вещь. Я очень хочу, чтобы дом стал центром, где общественные организации объединялись, где они связали свои сети. Вы знаете, есть замечательные организации, которые одно делать умеют хорошо, а другое делать не умеют, а другие наоборот. И если мы на нашей площадке будем просто связываться с друг другом, то может быть мы в будущем году подумаем, чтобы мы поддерживали сетевые проекты, где какую-то одну задачу решают много разных НКО. Каждый со своей стороны. Кто-то шьет, а кто-то об этом рассказывает. Кто-то вовлекает в это дело людей с ограниченными возможностями. Кто-то приглашает детей. Просто это всегда получается здорово и всегда получается лучше. Вот, пожалуй, спасибо. Спасибо. Наверное, вот что хотел. Вы знаете, спасибо. Вы знаете, коллеги, вот мы, когда готовили вот этот форум, мы решили, вот мы очень много заседали, проводили круглые столы. Там люди готовились, специально готовились. Так, сейчас насладимся музыкой. Нет, не насладились. Мы очень много готовились и наконец-то приготовились. И у нас на самом деле фактически на сегодняшней секции нет докладчиков. Мы специально собрали для того, чтобы поговорить. Александра Борисовна, она говорит мне перед тем, как мы готовились, говорит, а не получится ли хаоса? Не получится, что людям нечего будет сказать, и мы только с тобой вдвоем выступим и уйдем. Не получается. Мы уже с вами час работаем, а уже за час мы с вами выработали как минимум 2 рекомендации. Не знаю, поддержит ли нас правительство, но уже 2 рекомендации мы уже выработали. Это ресурсный центр, и вторая – это информационный портал. А теперь мне хотелось бы поговорить вот о чем. Вот смотрите, вот есть ресурсный центр, вот есть информационный портал. На информационном портале будут выкладывать свои презентации нашей некоммерческой организации. Мы будем изучать все с вами, понимать, насколько это все соответствует действительности. Плюс ко всему тому, что это будет портал официальный, мы с вами получаем уровень доверия к тому, что та организация, которая заявилась, соответственно, это не какая-то организация, скажем, по-русски левая, а это организация, которая правая, да. Вот. Поэтому уровень доверия. И следующий момент, вот мне хотелось бы понимать, вот у нас, как, собственно говоря, некоммерческие организации, они работают. У нас есть Да. А то я как-то неожиданно. Вот. Как вот, смотрите, вот вроде бы уже и дом есть. И портал уже существует. А мне хотелось бы спросить, как в том анекдоте «Зин, а деньги где?» И здесь возникают соответствующие условия. Первое. Каждая некоммерческая организация как поступает? Она создается, пишет устав, затем ищет деньги. Для того, чтобы найти деньги, она пишет заявки на гранты, на субсидии и прочее, прочее, прочее.
И вот как эти субсидии, как вот эти гранты распределяются, это очень важный вопрос, это вопрос открытости и вопрос доверия вот к той системе, которая, собственно говоря, работает по распределению этих субсидий и так далее. В этом году Комитет общественной связи пошел на эксперимент такой широкий. Во-первых, у нас было огромное количество экспертов, их там было больше 180 человек, которые оценивали работы. Была солидная комиссия, и вот один из членов комиссии пиджак уже снимает. Вот. И вот, кстати, между прочим, вот мне хотелось бы задать вам вопрос. Как вам в этом году работает? Вот как вот член комиссии. Расскажите. Спасибо. Да нет, я отсюда, зачем нам перемещаться? Я как полномочный правовой ребенок скорее пришел слушать, чем говорить, но действительно, как член этой комиссии, которая обсуждала, могу сказать, что действительно большую работу сделали эксперты, и очень разные, очень профессионально они сделали. И когда мы рассматривали в результате эти заявки и экспертизы... Чуть-чуть поближе к себе. Да, могу сказать вот что. С одной стороны, то, что показалось мне позитивным, это большое количество заявок. Сколько их было там точно? Больше 500. Это все-таки означает, во-первых, что есть о чем говорить, да, о том, что в городе действительно, и это больше, чем в России, мы знаем эту всю статистику, много общественных организаций. И когда я посмотрел на баллы, которые приготовили эксперты и сделали, могу сказать, что я увидел, что много известных и мне, работающих и действительно эффективных общественных организаций, попадает, скажем так, в этот конкурс и попадает в первую половину, скажем так, баллов и так далее. Как человек, как уполномоченный, я всегда, как бы сказать, посмотрю больше на недостатки, чем на достоинства. Такова моя, так сказать, угол зрения. И я могу сказать вот что. Во-первых, на каждой странице этого большого фолианта, который мы изучали, да, сказано примерно, можно обязательно найти похожие проекты. И это говорит о настоятельной необходимости того, о чем, как мне кажется, сегодня говорили, о проектах сетевых, о проектах, которые, учитывая еще к тому же, что город у нас, как вы понимаете, как страна, да? И поэтому совершенно справедливо, нам не нужно монополии. Нам не нужно, чтобы одна общественная организация там покрывала весь город и монопольно там что-то решала. Но, конечно, нужно понимать, что похожие какие-то услуги, похожие какие-то действия в разных районах Москвы делаются, если не похожим способом, то хотя бы как-то координируются, чтобы это было понятно. Второй момент. Зная другие формы поддержки, я вижу, что, может быть, нам не нужен не только портал, нам нужна какая-то еще другая статистика, потому что я вижу общественные организации, которые получают и другие, скажем так, другую поддержку, и третью поддержку на этот же проект. А вот в этом конкурсе я не увидел, кто еще что-то получает, кто ничего не получает, а кто обращается только сюда. Да? И много такого в информационном плане необходимо. Еще могу сказать, что если уж говорить об этом, то есть такие формы, которые, как мне, очень, я опять же скажу очень осторожно, уважаю всех, но позволю себе это сказать. Я думаю, что никто не заподозрит меня, как уполномоченного, что меня не волнует, скажем, если там дети-сироты, которые с этим занимаются, или дети с инвалидностью и так далее. Но мне показалось, что если в части проектов это действительно люди, которые этим занимаются, я знаю, что они занимаются или не знаю, но вижу, то в других проектах они просто слышат, что это то, на что понятно, не буду продолжать, да? И поэтому организация совершенно, другого плана. И более того плана, который бы, может быть, и тоже был мне интересен по отношению к детям. Они могли бы заниматься чем-то совершенно другим, связанным со спортом, с безопасностью детей. Что очень меня волнует в разных обстоятельствах. Но они не могут не начинать с того, что они приписывают что-то спереди про духовно-нравственное обязательно. Понятно, да, так сказать. Сами понимаете, что мне это очень важно, да? Да, я обратил внимание, не знаю, есть ли здесь, например, я привел там пример на нашей комиссии, организация по экстремальным видам спорта. Нет здесь ее, нет? Неважно. В моем представлении, чем должна заниматься организация, если она хочет получить грант и так далее?
Наверное, для меня, я не знаю, чем она будет заниматься, она занимается развитием спорта, но мне больше волнует безопасность в экстремальных видах спорта. Да? Это очень важный вопрос, чтобы те, кто у нас бегает по крышам, по парапетам, зацеперы, стрит-райтеры, кто хотите, чтобы они вообще имели какие-то технологии, чтобы они понимали, что можно, что нельзя, да? Чтобы у них были инструкторы, когда они лезут по стенке и так далее. Вместо этого у них тоже все то же самое духовно-нравственное воспитание, где в этом Патриотическое воспитание. патриотическое на стенке или на парапете они будут что-то писать, я не знаю. То есть, понимаете, вот и в то же время в других областях, которые, как мне кажется, мне, например, очень обидно, что очень мало связанных с детьми и взрослыми экологических проектов. Вот я просто убедился сам, что экологией надо заниматься, если уж заниматься экологическим проектом в городе, ну я думаю, никого не надо уговаривать в этом, да, то, в общем-то, вот я сам вижу, что это надо делать через детей, потому что они гораздо лучше это понимают, чем взрослые. Надо через детей воспитывать взрослых. Нет ни таких, ни других. И вот много таких вещей, которые смущают именно однотипностью. Понимаете, мне мало того, что, как сказать, ну, государственные структуры, мне всегда кажется, что они должны работать шире и видеть не только те организации, которые в городе непосредственно с ними связаны, но те, которые в городе работают, да, которые реально видны. Но, к сожалению, я вижу, что и наши НКО, с которыми я сам работаю все время и так далее, они тоже очень вот направлены, ну, в кавычках, там, немножко слишком традиционно. Вот сегодня, кстати, ни разу не произнесли слово, то слово, которое вынесено в название, обратите внимание. Инновация? Инновационные формы. Но можно считать, что ресурсный центр это инновационная форма. Хотя это, по-моему, просто следующий этап, к которому тоже тянется. Можно считать, конечно, портал инновационной формы, но, по крайней мере, лет 20 назад он точно был инновационным. Я вам могу сказать. Сейчас, конечно, сложнее таким назвать, хотя, конечно, это нужно. Здесь вопрос. Все сложнее и сложнее Я искать. пока за все это время хотел бы услышать, а какие инновационные формы все-таки есть. Но, с другой стороны, вот последнее, что я хочу сказать, чтобы не держать внимание. Вот недавно был вот этот самый форум Народного фронта, они меня попросили там провести, там, модерировать секцию, и как раз тоже она была связана с НКО. И, ну, я, естественно, стал смотреть, что там. И идея была такая, что в одной аудитории разделить на 10 проблем, которые нужно обсудить, и каждая из этих групп должна выдать результат. И я, как человек, который работает с детьми в этом области, умеет это все делать, я сказал, нет, слушайте, 9 групп там было в одной аудитории, да еще общественные организации, которые славятся не лучшей своей организацией внутренней, да, сказал я сомнением, по-моему, не получится. Я хочу сказать, что получилось идеально. То есть общественные организации, к которым я, правда, обратился, я сказал, слушайте, все вас ругают за неорганизованность. Давайте продемонстрируем образец организованности. И я могу сказать, что за полчаса в одной аудитории, вот, в 9 местах были выработаны предложения, осмысленные, внятные и так далее. То есть я думаю, что нам тоже в общении с общественной организацией надо переходить на другие формы. Я очень прошу, когда у нас кто-то будет выступать, не произносить слово «спасибо», потому что здесь очень тяжело, когда все бесконечно благодарят правительство за то, что оно делает то, что оно должно делать. Как бы не за то, что... Да. Поэтому давайте, так сказать, да, давайте вот то, которое Лена сказала вначале по поводу равноправных отношений. Вот хотелось бы, чтобы они были вложены в суть этих. Вот. И чтобы Дом общественной организации это был дом, построенный общественной организацией. Спасибо большое. Дом, построенный кем-то для общественной организации. Вообще, вы знаете, вот, Александра Борисовна, у меня родилась идея. Я понял, что эти аплодисменты были не тому, что у меня родилась идея. Вот. Но идея, Александра Борисовна, вот такая. Не знаю, может, вы меня сейчас раскритикуете, как мой соруководитель. А давайте мы сделаем наш форум постоянно действующим. И вот площадка наша, да, она будет постоянно действующая. То есть мы не будем ждать 8-го форума, а вот в промежутке мы будем регулярно собирать наших коллег для того, чтобы вот все-таки то, что мы не успели сегодня наработать, то, что мы не успели сегодня договорить, мы могли постоянно, вот возникла проблема, возникли вопросы, мы собрались, проговорили, и уже к 8-му форуму у нас уже будет подготовка такая серьезная, мы можем сказать, что мы
не от форума к форуму, а вот постоянно работаем. Где-то задавать вопросы, может быть, какие-то у нас есть проблемы, немножко решать, чтобы он был постоянно. Уважаемые коллеги, общественная палата, мы сейчас не дискутируем и не вступаем пока в дискуссию. Я думаю, что это вопрос, который для размышления и который мы с вами проговорим. Коллеги, мне хотелось бы, раз мы уже, подождите, мы еще дискуссию, вопросы не открываем пока еще. Вечер, подождите. Дайте, вот у меня мысль есть пока, я ее должен поймать. Смотрите, мы все еще говорим о деньгах, потому что это важно, очень нужно, и для некоммерческого сектора это принципиальные вещи. Вот у нас есть один из таких очень уважаемых и авторитетных на нашей площадке людей, это Артем Шадрин. Это директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации. С этим Министерством экономического развития Российской Федерации связано очень много хорошего и доброго во взаимоотношениях НКО и министерства. Очень многие из нас подавали заявки, получали субсидии, получали поддержку. И мы уже прорабатывали в рамках нашего 7-го гражданского форума ряд вот инноваций в части, и в том числе с участием Артема Шадрина. И мне хотелось бы вот ему предоставить слово. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле наше министерство помогает регионам в реализации программ поддержки НКО. И вот я сейчас коротко перечислю некоторые предложения, которые, мне кажется, имел бы смысл посмотреть с точки зрения реализации напрямую в Москве. Значит, первое предложение связано с некоторым трансфером результатов проектов НКО, которые получают грантовую поддержку, в том числе вот по конкурсу Комитета общественных связей, в деятельность, условно говоря, профильных департаментов социальной сферы города Москвы. То есть, условно говоря, в чем, на мой взгляд, некоторая проблема? Вот получаете, НКО сделал какой-то прекрасный проект, получил на его реализацию грант, замечательно реализовал, отчиталось, всем поблагодарил. А что будет в следующем году? Получит оно финансирование на этот проект или не получит? А через год, а через два? На мой взгляд, необходима организация системы трансфера, когда наиболее успешные технологии, которые признаны эффективными с точки зрения соотнесения затрат и выгод, они бы уже переходили в разряд условно постоянного финансирования, уже на базе профильных департаментов, вот, социальной сферы, образования, там, здравоохранения и так далее. Вот это вот очень важно, и тогда бы конкурс грантов, он бы помогал формировать новые проекты, раз те самые социальные инновации, и вот такой вот механизм трансфера был бы постоянным. Мне кажется, это очень важно, и вот это можно было бы зафиксировать. Значит, вторая часть связана с формированием потока новых организаций. Потому что на самом деле у нас очень много замечательных организаций существует 10 лет, 20 лет и так далее. Но вот если посмотреть, а вот стоит же у нас высокая скорость создания новых организаций, как была вот тогда, когда только началась эта работа, посмотришь, наверное, вот все-таки пока что-то мешает. И вопрос не только в том, что там надо снижать издержки, связанные с регистрацией, а связанные с тем, что надо помогать формированию инициативных команд. Что предлагается сделать? Значит, у нас есть очень интересная программа Миноборнауки федерального с университетами поддержка студенческих объединений. Значит, на самом деле являются немаленькие деньги, 1 300 000 000 рублей. В год больше 100 университетов получают помощь. Что направление деятельности этих студенческих объединений, в том числе развитие студенческого добровольчества. Значит, мне кажется, можно было очень интересно приземлить вот эти вот инициативы, которые идут со студентов, а это вот такой поток проектов, так все время там каждый год новые люди туда приходят, в формат НКО, вот на базе Дома общественных организаций, там каких-то муниципальных программ, чтобы им было куда прийти с своей инициативой, тем более даже вот есть федеральное финансирование, им помочь вот на панели бизнес-инкубатора, бизнес-акселератора, помочь сделать стартап в социальной сфере в формате некоммерческой организации. Мне кажется, там такая абсолютно логичная вещь, и более того, это просто студенты, пока с примера, они готовы не просто какие-то проекты, ну, традиционные, что вот там студент, вне зависимости от специальности, там, помочь добровольцам, там, таким неквалифицированной физической работы. Нет, там есть очень интересные проекты, когда они, имея практику по своей специальности, там, в сфере IT-технологий, например, или как-то еще, реально помогают людям. Мне кажется, было бы очень интересно, и вот здесь может быть очень такая хорошая связь с университетами по этим программам. Но третье направление – финансовое. Значит, у нас есть некоторый барьер, связанный с тем, что НКО не так просто участвовать в закупках на предоставление услуг в государственной и муниципальной сфере. Значит, как мы знаем, у нас есть требования по залоговому обеспечению, на этап участия в конкурсе, потом по заключению контракта – это не маленькие деньги.
Какой выход из этого нашли для малого бизнеса? Значит, создаются в регионах специальные гарантийные фонды, которые предоставляют гарантии за очень небольшие вознаграждения, принимая на себя при этом быстром изучении деятельности компании риски, связанные с участием в конкурсе. Очень важно, чтобы этот механизм был распространен с малого бизнеса еще и на некоммерческие организации. Потому что формально есть некие ограничения, правда, если говорить про финансирование, эти фонды получают именно средства на поддержку малого бизнеса, а не малого бизнеса и некоммерческие организации. Надо в очередном бюджете соответствующие строчку чуть-чуть пересмотреть и разрешить им это делать. И тогда мы получим при практически минимальных дополнительных расходах бюджета или вообще без дополнительных расходов бюджета реально расширенные возможности некоммерческой организации для участия в системе законов и так далее. Значит, следующий механизм связан с возможностью привлечения дополнительного софинансирования со стороны компаний, крупных, средних, для реализации проектов в социальной сфере. Мы знаем, многие компании реализуют программы корпоративной социальной ответственности, но есть очень интересный механизм, который позволяет объединять ресурсы из бюджетных источников, на уровне регионов, городов и компаний. Такой механизм называется фондом местных сообществ. Когда создается единый грантодающий фонд, где в равных пропорциях представлены представители НКО, представители бизнеса и представители власти. Они сами решают, определяют приоритеты, сами реализуют конкурсные процедуры, но при этом для бизнеса и выгодно в этом участвовать, он получает финансирование со стороны региона, а для региона это тоже приятно, потому что получается финансирование со стороны бизнеса по тем проектам, которые считаются приоритетными. И плюс ко всему еще, когда речь идет о привлечении некоммерческой организации, которая участвует в конкурсе, где одним из условий также является привлечение некоммерческой организации финансирования, то в результате получается, что на 1 рубль средств бюджета привлекается 2, 3, а то и 4 рубля средств из бюджетных источников по такой модели. Это, мне кажется, интересная модель, которая могла быть и в Москве так иначе реализована. Наконец, еще одно направление, связанное с участием некоммерческой организации в деятельности наблюдательных попечительских советов государственных и муниципальных учреждений и в независимой оценке деятельности государственных и муниципальных учреждений. Это был указ президента от 7 мая 2012 года, вышел федеральный закон, который определяет эти механизмы. На самом деле проводился опрос, что ожидают граждане от некоммерческой организации, это не только оказание услуг. Они ожидают, что некоммерческие организации будут помогать отстаивать интересы граждан взаимодействием с государственными и муниципальными учреждениями. Здесь тут очень важно поддержать это направление. Очень Министерство труда федеральное, которое ответственно в правительстве за реализацию этого механизма независимой оценки деятельности государственных и муниципальных учреждений, очень поддерживает привлечение некоммерческих организаций к этой работе, на уровне регионов. И мы по предложению Минтруда это записали в один из приоритетов в региональных программах поддержки НКО, которые работают в этой сфере. Мне кажется, это тоже могло бы придать новое качество. И не только с точки зрения обратной связи, что было кому заступиться за граждан в случае, если, некорректно с ними обратились в государственные учреждения, но и с другой стороны есть опыт интересный Санкт-Петербурга, когда привлекли НКО к обучению специалистов некоммерческой организации, как раз которые выступали в роли этих независимых оценщиков деятельности государственных и муниципальных учреждений. В результате они не просто давали оценку, но еще распространили лучшую практику. То есть они говорили, что есть такая-то проблема, которую одно учреждение уже смогло решить. Они выступали такого рода переносчиками знаний, таких, как реально работать. Мне кажется, была бы очень интересная программа, опять же, на стыке компетенции Комитета общественных связей и отраслевых министерств. И, наверное, последнее, о чем хотел бы сказать, это помощь в поддержке страны средств массовой информации. Потому что привлечение добровольцев, частных благотворительных пожертвований, нуждается в формировании такого образа позитивного отношения к НКО и такой престижности, значимости этого добровольческой деятельности. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно были бы совместные программы со средством массовой информации. С одной стороны, обучение НКО, с другой стороны, обучение СМИ. Интересно рассказывать об благотворительности, добровольчестве и так далее. Вот как раз агентство социальной информации такую работу реализовало, были методические материалы сделаны. Я знаю, есть работа с факультетом журналистики МГУ, где есть постоянный семинар. Но вот мне кажется, эту работу при поддержке Москвы можно бы сделать такой последовательной, такой системной. Мы бы с своей стороны также бы ее сделали. И, наверное, самое последнее — проектная работа с НКО. Вот мне представляется очень важно не просто предоставить субсидии, но, во-первых, сделать хорошую программу обучения, подготовки проектных заявок, что может быть еще более важно, анализ потом результатов. Не просто отчет, деньги потрачены, целевым образом все хорошо, но еще анализ ошибок или результатов успешных, чтобы каждый следующий проект, который бы НКО делали, был бы более профессиональным, более успешным, чем текущий. Вот это как раз требует такой системной работы, как раз со стороны институтов развития, центров компетенции, ресурсных центров, Дома общественной связи. Мне кажется, такая была бы очень интересная программа
проектной поддержки деятельности некоммерческих организаций. Он поддержал нас. Да. Есть Миша? Значит, мы тогда с Александром Борисовной пойдем в народ. Значит, так как народу мы много и не всех дотянемся, мы предлагаем так. Значит, вы называете себя, представляете, что вы такой-то, такую-то организацию представляете, и кратко вопрос. Я вас умоляю, коллеги, вот просто-напросто не подводите своих коллег в будущем, потому что я очень жесткий модератор. Это Александра Борисовна добрая, а я нет. Если что, я сразу буду отрываться на последующих. То есть вы просто-напросто не дадите возможность следующим дать, потому что я их тем более буду ограничивать. Поэтому фамилия, имя, отчество, это для протокола нам нужно. И вопрос. Ну, у меня немножко не вопрос, у меня просто небольшой. Гостева Эльвира, Общественная палата города Москвы. У меня небольшие замечания. Я, к сожалению, вот то, что вопрос, мы найдем оператора, кто-то будет эти инициативы собирать, кто-то будет оператор. Я вообще-то считаю, что, во-первых, когда рассматриваются гранты, то, наверное, вероятно всего, очень главный вопрос – это эффективность проекта, да, и по каким критериям она оценивается. Это одно. Это второе, что грантоподаватель должен вообще-то писать о том, что если он видит этот проект одноразовый или проект долгосрочный, то он должен свои предложения, какие-то гарантии давать, какие он еще дополнительные источники найдет с другой стороны. Это раз. Второе, то, что у нас получается добавок ко всему. Мы забываем большой человеческий ресурс, это человеческие кадры, это люди. Вообще-то я вижу, что основная задача НКО – это правильно решать проблемы нуждающих, с одной стороны, но с другой стороны, самое главное, что это объединять этих нуждающих и научить их решать проблемы. Понимаете? Поэтому вот здесь я считаю, что... И второе, не надо оператора, а надо выбирать на все, что вот эта идея хороша, такая сетевая. Есть инициативная группа, есть база данных, какие активные организации работают в этом направлении, направлять к ним на консультации, через них помогать. Спасибо. Вот это есть очень большой задел. Это, Александр Борисович, нам с вами работать. Вот видите, уже предложили инициативную группу, которая была бы модератором этих проектов. Так, Миша, так, пожалуйста. Рабинович Анатолий, руководитель 3 организаций. С одной стороны, ассоциация выпускников детских домов, с другой стороны, пенсионная ассоциация, а с третьей стороны, родительская организация «Синдром Дауна», родители детей с инвалидностью. Александр Борисович, предложение сразу практическое. Александр правильно сказал, чтобы нам здесь, всем собравшимся и многих, кто нас прочитает о том, как мы работаем, дальше продвигаться, после сегодняшнего заседания, да, если это будет принято вами и коллегами одобрено. Если мы говорим о ресурсном центре на базе Дома общественных организаций, может быть, сразу определить, что создается какая-то рабочая группа, еще из разных НКО, которая обсудит до конца, например, января концепцию реформирования этого Дома общественных организаций. Тогда мы будем понимать с вами, как, чего мы будем дальше действовать. В том числе то, что сказал Антон, как новый директор. Второе предложение. У нас большая проблема с Москвой по взаимодействию не только с департаментами города, но и с вице-мэрами и мэром Москвы. Предложение. Если бы у нас были правильно созданы общественные советы при департаментах разных, у НКО, при вице-мэрах, которые бы с нами встречались хотя бы раз в полгода, и хотя бы раз в год с мэром Москвы, мы бы многие предложения по части развития НКО в разных сферах могли бы доносить до мэра Москвы и реализовывать в департаменте. Спасибо. Спасибо. А вы не являетесь членом никакого общественного совета при органах власти? Меня приглашали, но так как я работаю еще и с ОНФ, мне сказали, что надо разделять эти деятельности в рамках ОНФ от общественного. Сейчас это ОНФ вам так сказала, да? Сказали, нет, это было просто с двух сторон, поэтому я готов ходить как общественный совет. Коллеги, ну давайте так, каждый принимает свое решение. Мы действительно сейчас вместе с общественной палатой серьезно прорабатываем тему общественных советов. Это прямо большая тема, большущая тема, она очень важна. И, конечно, мы хотим опираться, коллеги, так тяжело говорить, очень много людей,
опираться на то, что есть искреннее желание. Нам тоже не нужны формальные советы, которые существуют на бумаге, да? Тем более, что у ряда из вас есть действительно идеи. Но я хочу сказать, что мы же сейчас сессий много проводили, вот прям много. Честно сказать, мы провели 40 сессий с некоммерческим сектором. 40. Мне кажется, что каждый день у меня какая-то секция. Все органы власти сейчас участвуют, все. Да? И здесь среди нас находятся руководители органов власти и их представители. Многие общественные советы работают очень хорошо. Единственное, что не хватает коммуникации, это факт. И взаимодействие межведомственное. Да, это факт, я поддерживаю, но на самом деле там много-много, они разные, они правда. Например, при департаменте здравоохранения, ну правда, суперичный совет. Да. Есть Миша? Значит, мы тогда с Александром Борисовной пойдем в народ. Значит, так как народу мы много и не всех дотянемся, мы предлагаем так. Значит, вы называете себя, представляете, что вы такой-то, такую-то организацию представляете, и кратко вопрос. Я вас умоляю, коллеги, вот просто-напросто не подводите своих коллег в будущем, потому что я очень жесткий модератор. Это Александра Борисовна добрая, а я нет. Если что, я сразу буду отрываться на последующих. То есть вы просто-напросто не дадите возможность следующим дать, потому что я их тем более буду ограничивать. Поэтому фамилия, имя, отчество, это для протокола нам нужно. И вопрос. Ну, у меня немножко не вопрос, у меня просто небольшой. Гостева Эльвира, Общественная палата города Москвы. У меня небольшие замечания. Я, к сожалению, вот то, что вопрос, мы найдем оператора, кто-то будет эти инициативы собирать, кто-то будет оператор. Я вообще-то считаю, что, во-первых, когда рассматриваются гранты, то, наверное, вероятно всего, очень главный вопрос – это эффективность проекта, да, и по каким критериям она оценивается. Это одно. Это второе, что грантоподаватель должен вообще-то писать о том, что если он видит этот проект одноразовый или проект долгосрочный, то он должен свои предложения, какие-то гарантии давать, какие он еще дополнительные источники найдет с другой стороны. Это раз. Второе, то, что у нас получается добавок по всему. Мы забываем большой человеческий ресурс, это человеческие кадры, это люди. Вообще-то я вижу, что основная задача НКО – это правильно решать проблемы нуждающих, с одной стороны, но с другой стороны, самое главное, что это объединять этих нуждающих и научить их решать проблемы. Понимаете? Поэтому вот здесь я считаю, что... И второе, не надо оператора, а надо выбирать на все, что вот эта идея хороша, такая сетевая. Есть инициативная группа, есть база данных, какие активные организации работают в этом направлении, направлять к ним на консультации через них помогать. Спасибо. Вот есть очень большой задел, это, Александр Борисович, это нам с вами работать. Вот видите, уже предложили инициативную группу, которая была бы модератором этих проектов. Так, Миша, пожалуйста. Рабинович Анатолий, руководитель 3 организаций. С одной стороны, ассоциация выпускников детских домов, с другой стороны, пенсионная ассоциация, а с третьей стороны, родительская организация «Синдром Дауна», родители детей с инвалидностью. Александр Борисович, предложение сразу практическое. Александр правильно сказал, чтобы нам здесь, всем собравшимся и многих, кто нас прочитает о том, как мы работаем, дальше продвигаться, после сегодняшнего заседания, да, если это будет принято вами и коллегами одобрено. Если мы говорим о ресурсном центре на базе Дома общественных организаций, может быть, сразу определить, что создается какая-то рабочая группа, еще из разных НКО, которая обсудит до конца, например, января концепцию реформирования этого Дома общественных организаций. Тогда мы будем понимать с вами, как, чего мы будем дальше действовать. В том числе то, что сказал Антон, как новый директор. Второе предложение. У нас большая проблема с Москвой по взаимодействию не только с департаментами города, но и с вице-мэрами и мэром Москвы. Предложение. Если бы у нас были правильно созданы общественные советы при департаментах разных, у НКО, при вице-мэрах, которые бы с нами встречались хотя бы раз в полгода, и хотя бы раз в год с мэром Москвы,
мы бы многие предложения по части развития НКО в разных сферах могли бы доносить до мэра Москвы и реализовывать в департаменте. Спасибо. Спасибо. Вы не являетесь членом никакого общественного совета при органах власти? Меня приглашали, но так как я работаю еще и с ОНФ, мне сказали, что надо разделять эти деятельности в рамках ОНФ от общественного. Сейчас это ОНФ вам так сказала, да? Сказали, нет, это было просто с двух сторон, поэтому я готов ходить как общественный суд. Коллеги, ага, ну давайте так, каждый принимает свое решение. Мы действительно сейчас вместе с Общественной палатой серьезно прорабатываем тему общественных советов. Это прямо большая тема, большущая тема, она очень важна. И, конечно, мы хотим опираться, коллеги, так тяжело говорить, очень много людей, опираться на то, что есть искреннее желание. Нам тоже не нужны формальные советы, которые существуют на бумаге, да? Тем более, что у ряда из вас есть действительно идеи. Но я хочу сказать, что мы же сейчас сессий много проводили, вот прям много. Честно сказать, мы провели 40 сессий с некоммерческим сектором. 40. Мне кажется, что каждый день у меня какая-то секция. Все органы власти сейчас участвуют, все. Да? И здесь среди нас находятся руководители органов власти и их представители. Многие общественные советы работают очень хорошо. Единственное, что не хватает коммуникации, это факт. И взаимодействие между. Да, это факт, я поддерживаю, но на самом деле там много-много, они разные, они правда. Например, при департаменте здравоохранения, ну правда, поперечный совет. Сядьте, пожалуйста. Сядьте, все хотят посмотреть на сцену. Уважаемые коллеги, москвичи, рад приветствовать вас на заключительной пленарке нашего гражданского форума. К нам присоединился мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Семенович, если позволите, хотел вам представить слово. Спасибо. Бенедиктов говорит, нас немного, на одного. Попробую выдержать. Уважаемые коллеги, я хотел поблагодарить вас за активное участие в гражданском форуме, в рабочих группах, которые проходили для обсуждения конкретных городских проблем. И, насколько я знаю, эти обсуждения были неравнодушными, неформальными. И надеюсь, что мы сегодня услышим результаты работы этих рабочих групп, круглых столов. Должен сказать, что гражданская активность чрезвычайно важна для любого города, но чрезвычайно важна для такого крупного мегаполиса, как Москва. Мы, конечно, не можем дойти индивидуально до каждого человека, поговорить с ним, услышать его мнение. Поэтому гражданское сообщество, все его институты как раз и должны восполнить эту связку между миллионами людей и властью. Поэтому чем больше таких будет форумов, чем больше будет гражданской активности, тем, конечно, и управление городом будет эффективнее. Но очевидно, что традиционными формами взаимодействия общества и власти в Москве не обойтись. Речь идет о миллионах людей, и здесь нужны, конечно, особые формы взаимодействия, в том числе инновационного характера. Конечно, главное, важное очень направление – это проинформировать горожан, проинформировать людей о том, что происходит в городе, какие есть возможности, чем город занимается, какие объекты есть. И, конечно, очень важно был проект открытого правительства, когда мы выложили информацию о тысячах объектов, которые находятся в городе, о их функционировании, о их возможностях. Очень правильно было сделано, когда мы раскрыли всю бюджетную политику, программы строительства, программы благоустройства, когда мы раскрыли информацию о работе поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, спортивных секций и так далее.
Все это нашло свой, конечно, совершенно такой активный отклик, стали рождаться новые сервисы, новые предложения по улучшению. И это, конечно, чрезвычайно важная работа. Очень важная, пожалуй, никогда не охваченная отрасль или направление нашей деятельности – это коммуникации и вовлечение в активную работу тех, кто вот, обычно в эти залы не приходит. Тех, кто даже иногда на участки для голосования не приходит, может, за исключением того случая, когда избирает президента страны, а все остальные виды власти их уже меньше интересуют. Они точно не участвуют в общественных организациях и политических партиях. И, к счастью или к сожалению, таких большинство. И мы находить должны способы, как их услышать, помимо гражданских активистов, как услышать этих миллионы людей. Ведь мы, собственно, ради них и стараемся. И Москва, одна из первых городов, вела такие форумы, как «Активный гражданин», на которые зарегистрировались люди, которые никогда раньше не участвовали в такого рода формах для принятия конкретных решений. Если бы их пригласили на обычный референдум, я думаю, что, дай бог, чтобы из них 0,5% пришло на избирательный участок. Сегодня на этом форуме участвует уже 1 200 000 человек, участвуют по разным вопросам с разной активностью, но мы смогли услышать. Конечно, среди них есть и чрезвычайно активные люди, но значительная часть тех, кто раньше не были охвачены этой деятельностью. И когда мы их услышали, то не все их решения понравились тем, кто обычно стоит на передовой общественного мнения. Но мы должны считаться с этим мнением. Считаться и учитывать в своей работе. Это касается и власти, и политических, и общественных организаций. Конечно, при участии в тех или иных формах взаимодействия с властью общественные организации, волонтеры, другие гражданские активности должны понимать, что то, что они делают, то, что они инициируют, не уходит в бездну, что это не для проформы, а это для того, чтобы реально изменить жизнь в городе. И наша ответственность в том, чтобы не профанировать деятельность, а добиваться конкретных результатов. В городе есть несколько таких направлений, абсолютно конкретно, когда сотни тысяч людей участвуют в контроле за городским хозяйством, и 80-90% этих людей получают очень оперативную информацию, конкретные ответы и конкретное решение. Конкретное решение тех проблем, которые они ставят. Да, на нашем городе невозможно решить все вопросы, но тот объем проблем, которые есть в городе, процентов на 70, на 80 уже можно решить через новые инновационные решения, и это хорошо. И это видно по письменным жалобам. Письменных жалоб в городе стало уже на порядок меньше, чем тех, кто участвует на портале «Наш город». Еще раз скажу, что невозможно через него все решить проблемы. Особо сложные требуют участия в других формах, таких как краудсорсинговые проблемы, краудсорсинговые формы решения. Вы знаете, что такие форумы, такое обсуждение прошло по сложнейшим проблемам городским, в том числе и работы поликлиник. Мы выстроили на основе этой информации целую программу улучшения работы амбулаторного звена в Москве. И это результат и гражданской активности, и специалистов, которые работали с этими предложениями. И, конечно, очень важно, чтобы мы вовлекали в эту работу как можно большие слои гражданских активистов, людей и организаций,
не по принципу, кто больше и громче скажет, а по принципу, кто нацелен на конструктивную и конкретную работу. Работу по улучшению жизни нашего города. Еще раз спасибо за ваше участие. Спасибо, Сергей Семенович. Я хочу передать слово модератору итогового пленарного заседания, заместителю председателя Общественной палаты Константину Ремчакову. Спасибо. Я думаю, что сейчас руководители 7 секций доложат о своих рекомендациях, которые они выработали в ходе работы 7-го гражданского форума. Хочу отметить, что впервые в истории было принято решение гражданский форум проводить не в виде однодневного события, а методом проведения круглых столов, дискуссий, встреч в течение нескольких недель, что позволило ставить различные темы на обсуждение на каждом круглом столе, вырабатывать какие-то рекомендации, переходить к новому кругу проблем. В результате, вот даже сегодня мы 2 часа заседали, и все новые и новые аспекты тех проблем, которыми мы занимаемся, люди приходят и выносят на обсуждение. Так что я хочу поддержать такую форму гражданского активности, как гражданский форум в течение нескольких недель обсуждающий. Тем более вот в жизни нашей общественной палаты сказано, что гражданский форум является чуть ли не основной формой деятельности и отчета перед москвичами. Теперь, переходя к отчету комиссии, начну с нашей комиссии. Секция называлась «Миграционная политика в Москве». Было проведено несколько круглых столов, которые касались нового качества миграционной политики, которая, как известно, акцент перенесла с административных на экономические рычаги управления. Но, тем не менее, выявились некоторые проблемы, и вот наши предложения сводятся к следующему. Первое. Усилить контроль за прохождением мигрантами медицинских обследований и выдачей им соответствующих документов. Скажу, что большинство из этих предложений чрезвычайно интересны. Мы все предложения возьмем в проработку и надеюсь, что значительная часть из них выльется в какие-то конкретные решения. Что касается московского городского облика, действительно, это одно из наших приоритетных направлений. Все, что находится за порогом наших домов и квартир, это наше общественное пространство, которое, конечно, мы должны заниматься, город должен заниматься, и вместе с нами, конечно, горожане. Поэтому мы активно занимаемся и дворами, и улицами, и парками, и скверами, и фасадами, и освещением и так далее. И будем и впредь этим заниматься, несмотря на большой объем уже проделанной работы. Очевидно, что в огромном таком городе даже за несколько лет все сделать невозможно. Даже вот масштабы реконструкции улиц, они не ремонтировались, не реконструировались в Москве десятилетия, некоторые по 50-60 лет. И тот объем, который мы реализуем, это вот там 2-3-4% улиц Москвы. Представляете, какой объем и какие задачи. Поэтому мы ничего не перебираем. Наоборот, по большому счету, этот масштаб должен быть увеличен. Но соразмерен нашим техническим, строительным и финансовым возможностям. Будем продолжать делать. Что касается Москва-реки, мы провели международный конкурс, определили концепцию развития Москва-реки. Сегодня уже начинают реализоваться конкретные проекты. В первую очередь это большие, крупные девелоперские проекты, типа ЗИЛа, Тушина и так далее. Но все эти проекты, во всех этих проектах есть обязательно раздел набережных Москвы, доступность набережных, общественное пространство. Таким образом, мы сегмент за сегментом Москвы из заброшенных промзон будем превращать в территории полезные для города и горожан и доступные для них. То же самое касается и мест отдыха на Москва-реке.
Их много на самом деле, но большая часть из них находится в таком полудиком состоянии. Может, кому-то это и хорошо, потому что мало кто посещает такие территории, они привычные, может, но очевидно, что их надо благоустраивать, ими заниматься нужно. Сегодня в работе уже 6 таких территорий. Это и чисто бюджетные проекты, и с привлечением инвесторов. Мы будем расширять эти проекты так, чтобы большая часть территории Москвы, которая сегодня уже используется горожанами, была приведена в порядок и отвечала уровню Москвы. Что касается новых серий домов, мы уже с этого года приступили к запуску требований по новым сериям домов. Это и более экологичные дома, и менее энергоемкие, и более комфортными. В Москве уже запущено целый ряд ДСК, которые работают на новых сериях. Мы будем увеличить этот сегмент, требуя от застройщиков строить именно современные дома, а не дома 30-летней давности. Что касается капитального ремонта, много было дискуссий, принимать, не принимать этот закон. В конце концов, федеральный закон был принят. Государство взвалило на себя полную ответственность за ремонт жилья, которое находится в собственности граждан. Наверное, этого можно было не делать, но, видимо, пришли к очевидному выводу, что сегодняшние собственники сами договориться о капитальном ремонте своего собственного жилья не могут. Сложное было решение, но вот даже в Москве 40% жилого фонда ушло уже в категорию недоремонт. Это жилье, которое уже требует ремонта, но на настоящее время не отремонтировано. 40%. Через какое-то время это жилье превратилось в ветхое, а потом в аварийное. Поэтому такой закон был принят, и в Москве, соответственно, решения также были приняты. Но при этом Москва не уходит от ответственности ни с финансированием, ни с контролем. Объем финансирования города Москвы, который шел на капремонт, он сохраняется. Мы просто переводим эти финансовые потоки в адрес льготной категории. Ветеранов труда, инвалидов, многодетных. Таким образом, чтобы помогать не просто всем, а помогать именно тем, кто нуждается в этой помощи, с одной стороны. С другой стороны, дать возможность заплатить людям, которые в состоянии это сделать. И все-таки привести жилищный фонд Москвы в порядок, как вы правильно сказали, главное, это же не процесс, а конечный результат. Это капитализация жилья до приведения его в порядок на долгие-долгие годы вперед. Согласен полностью, что максимально его нужно делать комплексно. Но это означает и сдвижку по деньгам, соответственно, дополнительные ресурсы, которые потребуются для этого. Это такой непростой вопрос. Тем не менее, наиболее сложные дома, я дал поручение, и такая программа подготовлена, чтобы ремонты делались именно комплексно. Полностью поддерживаю ваши предложения по дополнительному раскрытию информации, общественному контролю. Здесь контроля и раскрытия информации мало никогда не будет. Чем больше прозрачности, больше общественного контроля, больше доверия граждан, тем лучше. Что касается миграции, действительно, за последний год произошла своеобразная революция, принят федеральный закон.
крылом